Снова здравствуйте, друзья. Как было обещано, сегодня к нам пришел, и мы очень благодарны ему за это, лидер партии Бетуин Кыргызстан, экс-госсекретарь Кыргызской республики, экс-спикер ЖК Адахан Кимсанбаевич Мадумаров. Адахан Кимсанбаевич, здравствуйте, рад вас приветствовать. Добрый вечер. Как мы с вами сейчас поговорили вне эфира, действительно, я когда готовился к нашей встрече, читал довольно много информации и довольно много критики. И поэтому, буду, естественно, интересно узнать из первых уст, что называется, и получить комментарии от вас лично. Первое – это актуальный вопрос, который сейчас, я думаю, действительно не дает покоя многим нашим гражданам. Это вопрос границ. В частности, обострение ситуации и с нашими южными соседями, и с Узбекистаном, и с Таджикистаном. И в некоторых средствах массовой информации было довольно много как раз-таки информации, связывающей вас с этой проблемой, что якобы земли какие-то были отданы в бытность вашу. Прокомментируйте, пожалуйста, как вы относитесь к подобным? Спасибо. Если у нас в Кыргызстане в адрес Мадумарова что-то говорится, это примета того, что скоро выборы. Это скоро выборы. Я могу, когда вы будете задавать вопросы, Максим, да, я вам буду задавать вопросы. Для чего? Для того, чтобы более уточняющего характера. Конечно, конечно. Нет вопросов, да? Спасибо. Скажите тогда, Мадумаров был президентом Кыргызской республики? Нет, Адахан Кимсанбаевич, вы не были президентом Кыргызской республики. Слава богу, пока. Как, не будучи президентом Кыргызской республики, Мадумаров может решить вопросы, касающиеся государственной границы? Нет? Я просто, видите, Максим, не политик. Да, Максим, мы с вами достаточно образованные люди, а эти всякие слухи, они адресованы для тех людей, для обывателей, которые не понимают. По Конституции, чья прерогатива изменить государственную границу? Это прерогатива парламента Кыргызской республики, а потом уже президента Кыргызской республики. Ни правительство, ни местная государственная администрация не имеет права менять государственную границу. А тогда, когда задают вопрос, меня поражает, насколько у нас политическая культура, я не буду говорить о юридической стороне вопросов, насколько она падает. Потому что уровень нынешнего парламента, она опустилась ниже плинтуса и начинает ориентироваться на тех людей, которые там собрались. А конституционный порядок изменения государственной границы, я еще раз говорю, это прерогатива парламента и президента. Даже президент не имеет права менять границы. И вы знаете, я тогда вам задам вопрос, как человек, который действительно какое-то время занимался, скажем так, урегулированием. Как бы вы, или вернее даже так, на ваш взгляд, какое решение было бы, что называется, Соломоновым? Как решить вопрос границ и с Таджикистаном, и с Узбекистаном? Потому что, понимаете, разные есть предложения. Я недавно слышал, вплоть до, по-моему, Макалбек Джапаров предложил раздать оружие в приграничных селах. Тоже, да, у каждого есть свое мнение. Но на ваш взгляд, как должна быть решена эта острая проблема, которая уже довольно долгий период времени не дает покоя прежде всего людям, которые там живут, и в принципе, я думаю, наша страна, не может пока еще себя чувствовать, как мы хотим себя чувствовать, независимыми, суверенными и так далее, пока эти вопросы не решены, пока не поставлена окончательная точка в этих вопросах. Любые вопросы межгосударственного характера решаются в первую очередь компетентными людьми. Это в первую очередь. Второе, значит, должен быть статус, международный статус человека, который будет заниматься этим вопросом. У нас, к сожалению, включая самого президента, не говоря уже о правительстве, такого социального статуса, я не говорю о юридической стороне вопроса, социального статуса как такового, к сожалению, нет. Социальный статус определяет очень многое, то есть личностные отношения. Человек с железным характером, великолепно знающий международные вопросы, имеющий авторитет, часто решает очень успешные вопросы не за столом переговоров, а просто в международных отношениях, межличностные отношения. Не будем далеко ходить, если заглянуть в историю, то
Тогда, когда с канцлером Германии очень хорошие отношения, скажем, президента Российской Федерации, или между президентами Соединенных Штатов и Российской Федерации, или Китайской Народной Республикой и Соединенными Штатами, очень многие достаточно тяжелые вопросы решаются довольно-таки легко. Вы согласны, да? Абсолютно. Но я правильно вас понимаю, уточняющий вопрос, что в нашей стране нет политиков такого уровня, которые бы верно. обладали... Совершенно верно. Абсолютно верно. И мне помнится, когда бывший лидер Германии Дитрих Геншер, когда побывал в Москве, а ему уже было под 90, и встречался с Владимиром Путиным. Вы знаете, Дитрих Геншер говорит, после де Голля и Уинстона Черчилля крупных, габаритных таких политиков в Европе не остались. Вы знаете, на что Путин сказал? Да, что после смерти Махатмы Ганди и поговорить-то не с кем, это мы Это помним. в первую очередь. Второе. Это вы можете об этом говорить, потому что вы патриарх европейской политики, а мне надо с ними работать. Вы поняли, да? Очень дипломатичный ответ. И перефразируя Дитриха Геншера, я могу сказать, после распада Советского Союза трагедия Кыргызской республики на руководящих личностей. Мы настолько обмельчались, и вот эти вот неправильные отношения при выборе человека или полное равнодушие такому серьезному политическому мероприятию, каковыми являются выборы, приводит в конце концов к тому, о чем мы с вами говорим. Это трагедия. Мы перестали выбирать. Мы разучились выбирать. Мы разучились распознавать человека. Мы разучились оценивать человека. Мы, к сожалению, сегодня оцениваем не по интеллектуальному уровню человека, а в зависимости от размера кошелька. Это правда. У него карман какой, у него какие собственности. Очень модно было кричать: давайте производственников в политику. И что, дорогой мой, производственник тебе сделает? Государство, как еще Лао Цзы говорил, и Конфуций повторил, государство должны управлять мыслящие политики. Адахан Кемсабаевич, заговорили о лидерах, о лидерстве и о выборах заговорили. И вы правильно сказали, что действительно перед выборами появляется очень много информации, в частности сейчас в популярных, в социальных сетях набирает популярность, что уж делать, там огромное количество просмотров, огромное количество лайков у видеоролика, где запечатлены вы, Джаныш Бакиев, и часть вашей речи поздравительной. И вот там вы действительно не скупитесь на комплименты этому человеку. Как бы вы это прокомментировали? Потому что вот только что вы говорили о том, что действительно после распада Советского Союза в Кыргызстане не было тех лидеров, за которыми можно было бы пойти. И в то же время, когда смотришь вот эту видеозапись, там несколько, идет вразрез ваше высказывание. Во-первых, я Бакиеву не даю оценку там. Это чисто протокольное мероприятие. Я как спикер парламента, а он как один из руководителей спецслужбы Кыргызской республики, если проводятся какие-то там юбилейные вечера, то появляется. Это протокольное мероприятие. Я же 1000 раз отвечал на эти вопросы. Допустим, абсолютно непримиримые люди мы, скажем, с Отумбаевой, да? Если она отмечает свой юбилей, приглашает, я должен сходить. Это признак хорошего тона. Во-вторых, к тому моменту, вот о чем вы говорите, кто такой Джаныш Бакиев, по-моему, практически лучше меня знали люди, правоохранительные органы. Он абсолютно ничем не был замаран. Почему бы не сходить и почему от имени парламента и выступить с протокольной речью? Я здесь абсолютно никакого криминала не вижу. Адахан Кемсабаевич, чтобы внести ясность немножечко, то есть на тот момент Джаныш Бакиев был невиновным человеком, и то есть все те преступления, которые вменяются ему сейчас... Конечно. Конечно, вот вы согласитесь, он один из руководителей силовых структур, во-первых. Во-вторых, если так пойти, Максим, знаете,
где-то 2 человека, что ли, там из моего класса, мои одноклассники, были осуждены. Мадумарова можно критиковать за то, что он учился с ними в одном классе, так ведь? Ну, Можно так? Не знаю, я бы, конечно, не стал вас за это критиковать. Вот, безусловно. теперь аналогичное получается к тому моменту, скажем. И вот то, что потом приписывает Джанушу Бакиеву, к сожалению, со временем, вот уже более 10 лет, никто ничего не мог доказать. Вы согласны со мной? Я не юрист, и, ну, у меня есть, конечно, какая-то своя гражданская позиция по этому вопросу, но я не думаю, что сейчас она будет интересна кому-то. Вчера один из депутатов, который признавался, что он принимал активное участие в захвате там облгосадминистрации, он принимал участие в каких-то там противоправных действиях, и, не знаю, он с гордостью, он участник, он бил себя в грудь, что он герой тех событий, и он бил грудь себя, что он гордится, что между 2 генералами сидит и трапезничает. Я скажу сейчас. Но эти же люди, Джаныша Бакиева, оба, и экс-генеральный прокурор, и экс-министр внутренних дел. И он говорит, тогдашние работники 90% говорили, что это были очень хорошие времена, и 90% поддерживают. Соответственно, логически, значит, неплохие люди работали, так ведь? Ну, тут уж выводы пусть каждый делает сам. Раз уж об этом заговорили, можно, ну, не то чтобы тезисно, можно, наверное, даже развернуто. Было бы очень интересно узнать ваше мнение. Мы действительно страна 2 революций. Нет. По поводу... Я как историк, насчет слова революции я бы очень сильно воздержался. Вот, это тут тоже очень интересно будет узнать ваше мнение. Как вы относитесь к событиям марта 2005 года? И как вы относитесь к событиям апреля 2010 года? Прокомментируйте, пожалуйста, и то событие, и другое. Потому что вы были, ну, скажем так, на информационной волне в обоих случаях, и тут как бы и где-то даже тоже участников событий, наверное, можно. Нет, так я никогда, Хорошо. я 1000 раз повторял об этом, я никогда не был сторонником каких-то насильственных действий по отношению к кого бы то ни было, или со стороны кого бы то ни было. Я четко придерживаюсь. Александр Александрович, я вынужден вас прервать, потому что нам необходимо давать рекламу. Мы маленькая независимая телекомпания. Вот. Вы пока тоже сформулируйте вот на эти ваши отношения к этим 2 событиям. Мы посмотрим рекламу. Я уверен, вы никуда не уйдете. И, может быть, даже вспомните про то, что за самый лучший, прекрасный, мудрый, умный, интересный вопрос можно получить пиццу от нашего вкусного партнера Нью-Йорк Пицца. А наш генеральный вообще партнер – это строительная компания Icon Develop, которой мы очень и очень благодарны. Смотрите рекламу, никуда не уходите. Дежурный по вечеру Максим Полетаев. Здравствуйте, друзья, в особенности всем тем, кто к нам только что присоединился. Напоминаю, что в гостях у нас политик Атахан Мадумаров. Атахан Кимсамович, мы с вами остановились на том, что я задал вам вопрос про ваши отношения к событиям марта 2005 года и апреля 2010 года. Учитывая, что к нам начало поступать огромное количество вопросов от телезрителей, я попрошу вас тезисно вот сформулировать и к тому, и к другому. В 2005 году это была национальная волна, народная волна из глубин. Перемены начались с глубины. А в 2010 году, скорее всего, изменения произошли именно в радиусе 5 километров от площади Алату. Вот этим и отличается. То есть второе было такое довольно стихийное событие, во-первых, местечковое. стихийное и, скорее всего, вмешательство иных каких-то сил, это было очевидно. Тогда не могу не спросить вас о вашем отношении к Аскару Акаеву и к Курманбеку Бакиеву. Аскара Акаева я всегда, начиная с 93-го года, критикуя, я говорил, может быть, выдающийся ученый, у меня сомнений нет. Великолепный человек, очень грамотный, начитанный, интеллектуал. Я поэтому и характеризирую 91 по 2000, где-то до конца 90-х, это было правление достаточно интеллектуальных людей, образованных людей, да? А потом начали вмешиваться какие-то там олигархического характера группировки и семейные вмешательства, и Аскар Акаевич постепенно начал терять свои личностные позиции.
изначально говорил, как государственный деятель он не подходит, он ученый. Вы помните в свое время вот, язык известного Эйнштейна? Когда ему предложили стать президентом государства Израиль, он категорически отказался. Если человек ученый, то не означает это человек государственник. И наоборот, я всегда говорю, что высокая должность не всегда соответствует социальной зрелости человека. Человек должен быть ответственным. А что касается Бакиева, Бакиев на волне народной какой-то там веры, была надежда, огромная надежда. Это самая большая сила. Никакой инвестиции не надо было. Это просто на волне народного доверия можно было перестроить, можно было построить мощное государство. К сожалению, буквально там 3 года работался очень хорошо на этой волне, а потом опять-таки старая трагическая болезнь, чем заболел Оскар Акаевич, и постепенно начал болеть и Бакиев. Чтобы подчеркнуть, эта болезнь – это семейно-клановое правление, правильно? И семейно-клановое, и очковтирательство, и вокруг себя собирать исключительно удобных людей, мягких, пушистых людей, и терпеть не мог вокруг себя ярких личностей, и тот, и другой. А так, вначале, как рубаха-парень, как заводской парень, начал очень даже хорошо. Я понимаю, вы историк, а история не терпит сослагательного наклонения, но все-таки, на ваш взгляд, кто был идеальной кандидатурой на пост президента в первые годы нашей независимости, в первые годы государства? На заре суверенитета? Да. Я тогда писал, если перемешать из Джусупа Абдрахманова и Исхака Разакова, и Трудакунова Зубалевича, и Абсамата Масалевича, и внешность Бекмамата Усмонова, вылепить бы одного человека, это был бы идеальным человеком. Но, к сожалению, идеальными могут быть только пророки. То есть на тот момент даже, собственно, не было такого выбора? Был выбор. Все-таки человек, который прошел все вот эти ступеньки. К сожалению, Кыргызстан сделал выбор. Скорее всего, вот это вот отрицание всего и вся, да, политика нигилизма. Вы ведете к тому, что я вот все-таки хочу уточнить. Вы ведете к тому, что Абсамат Масалиев на тот момент был кандидатурой гораздо более, более лучшей, коряво, конечно, звучит, лучшей кандидатурой, чем Оскар Акаев. Естественно, тут даже спора нет. Во-первых, Абсамат Масалевич выиграл эти выборы, но путем подтасовок, 4 бюллетеня, помните? Путем подтасовок сделали так, что выборы не прошли. Если бы, вот посмотрите на наших соседей, которые советско-партийные руководители остались, и они не потеряли социальную, экономическую мощь своих государств. Вы согласны? А стартовое начало на тот момент нашей республики было куда выше. Мы по некоторым позициям среди 15 республик занимали 5-е место. Слушайте, я человек молодой, если вы помните высказывание Уинстона Черчилля, тот, кто в молодости не был либералом, у того нет сердца. Может быть, к зрелости я стану консерватором, но, на мой взгляд, все-таки, если вы берете таких руководителей, как Эмомали Рахмонов, или Ислам Каримов, или даже Александр Лукашенко, но ведь я не знаю, как вам, не очень бы хотелось жить в такой закрытой, довольно тоталитарной стране. Эмомали Рахмонов как раз пришел на заре либерализации. Он не был руководителем Союзной Республики. Я прошу прощения, поскольку вы не дама, могу спросить, сколько вам лет? Мне 32 года. Тогда очень тяжело спорить. Почему? Потому что те люди, которые жили в это время, они прекрасно понимают, стартовое начало, стартовый капитал нашей страны было куда лучше, чем наши соседние страны. Понимаете, и интеллектуально, и экономически. Мы, Максим, считались индустриально-аграрной республикой. Это очень важно. Ну, Александр Кисмаевич, вы же не будете спорить, что вся наша индустрия в первые же годы независимости была разворована, разбазарена и вывезена на металлолом в Китай? Сознательно. Знаете почему? Потому что была принята программа ПИСАК. Так никто же это не остановил. А кто может остановить, если пришел академик, который ничего не представлял? Как управлять государством? Слушайте, я тогда был абсолютно ребенком, но даже я помню все эти разговоры горестные, когда там, я не знаю, люди, которые работали на этих заводах, от электродвигателя до завода Ленина, с горем буквально смотрели на то, как все распиливается, вывозится. Максим, я благодарю за этот вопрос.
как раз в 95 году 30-летний Мадумаров очень горячо выступал с трибуны парламента. Абсолютно неправильная политика, политика приватизации, прихватизации, тогда было озвучено прихватизация. И тогда вот это общество, которое просто слепо верило Акаеву, начали критиковать, ругать меня, со мной начали ругаться. А сегодня, слава богу, вот этим журналистам спасибо большое, они, оказывается, сохранили вот это мое выступление, это историческое выступление, и выложили недавно в интернет, и начинают подумать, 30 лет тому назад Мадумаров говорил правду. А тогда зачем вы со мной боролись? Александр Константинович, неудивительно, что ваша фигура вызвала огромное количество вопросов от наших телезрителей, поэтому я их буду озвучивать. Пожалуйста. Ну, первый вопрос такой. Ваши сильные и слабые черты характера? Ну, это пускай оценит народ. Хорошо, принимается. Каким будет Кыргызстан через 10 лет? Это зависит от самих себя. Каким мы хотим видеть. Если мы хотим сильного Кыргызстана, чистого государства, чистой власти, пожалуйста, будьте сами чисты, дорогие мои избиратели, во время предвыборной кампании, во время выборов. Я вот продолжу этот вопрос, потому что мне интересно. А вы как относитесь к тому, что действительно мы, возможно, идем не тем путем, в частности, набирающие популярность радикальные исламские течения? Ведь ни для кого не секрет, что, я не знаю, это тоже такой мем уже стал, что если бы действительно там, следующие выборы президента там, были вот-вот, то на них бы победил Чубак-Ажи. Ну вот как вы к этому относитесь? Во-первых, никогда нельзя смешивать радикализм и ислам. Слово «ислам». Я именно поэтому и говорю, что течения радикальные, но вы же не будете отрицать, что в нашей стране они присутствуют. Согласен. И не только эти течения есть. Эти течения, которые извне, которые контролируются, а кукловоды находятся там, Катар, исполнители Саудовская здесь. Аравия и так далее. Да, это не только по отношению к религии, и по отношению к экономике, по отношению к внешней политике, по отношению к информационной политике тоже вмешиваются. Тогда, когда государство слабое, со всех сторон, кому не лень, будет вмешиваться во внутренние дела. Почему некоторым не нравится Лукашенко или там иные сильные президенты? Потому что они не дают возможности вмешиваться со стороны. Поэтому их критикуют, выбрасывается огромное количество денег. Сегодня что? Времена фейковых новостей. Правда, к сожалению. Мозги запудривает. И начинает. Вы были в Беларуси? К сожалению, еще нет, но очень хочу, потому что... Я очень много раз бывал, начиная с 95-го, 96-го, 2000-е годы. Очень часто. Вы знаете, Максим, это идеальное государство. Это чистота, это порядок, это культура. 2 часа ночью сидишь в пивном баре, ни одного звука не услышишь. Настолько народ приятный, великолепный, добродушный, настолько хлебосольный, я просто поражен. А какая чистота. Для вас важна в городе. свобода слова, как в том числе и для Свобода журналиста? слова априори это принадлежит каждому человеку, независимо от профессии. Вы же не будете отрицать тот факт, что в Беларуси со свободой слова, ну, как-то... Я человек, который несколько раз бывал, и в отличие от тех, которые просто сидят и рассуждают, и как преподносится ситуация, я великолепно понимаю свободу слова. Спорить И не буду. буквально недавно, ну, сколько времени было, они каждые 5 лет проводят Всемирный белорусский съезд. Я принимал участие. Я вам скажу, там свобода намного больше, чем островком демократии Кыргызской Республики. Слушайте, но мне кажется, опять-таки, да, это мои предположения, я понимаю, что это не совсем, да, как бы корректно, возможно, но тем не менее, мне кажется, что вот здесь мы как-то еще худо-бедно можем критиковать и власть, И что и толку? президента. И что толку? А там, ну, как-то особо не покритикуешь Максим, Александра Григорьевича. Максим, есть такое выражение, Васька есть, слушайте, есть. Так? Есть такое выражение, И правда. что толку? Говори, что хочешь, но будем делать по-своему. А там? Вы знаете, я люблю читать старые вещи. Есть журнал «Алато», великолепный журнал, в Советском Союзе выпускали в Кыргызстане. И за 74-й, за 73-й, 72-е, 80-е годы я с упоением читаю. А там критики, ой-ой-ой, в адрес Центрального комитета, в адрес руководства Кыргызской Республики. Сегодняшние народные поэты, писатели даже 10-ю часть не могут вслух сказать то, что были написаны там, в этом журнале.
Так что все это Я не относительно. знаком, к сожалению, с этим журналом, поэтому тут... А любой, тогда русскоязычный журнал возьмите за эти же годы, почитайте. Продолжаем вопросы от наших телезрителей. Как вы относитесь к 7% отбору на выборах? Это неправильно. В 7% отборе, вот сегодняшний вот олигархат, который сидит в парламенте, вот посмотрите, парламент – это народное представительство, это представительская власть, да? То есть должны присутствовать представители всех социальных слоев. А сегодняшний парламент, 6 политических партий вместе взятые, набирает 39%. 61% голосов народа остались за бортом. Чем больше барьер, тем больше голосов остается за бортом. Поэтому в развитых, как они умеют кричать, любят кричать, парламентские государства есть 3%, есть 1%. На ваш взгляд, тогда уже, чтобы уточнить, для нашей конкретной страны, какой порог избирательный наиболее оптимальный, который действительно позволит и дать более широкое представительство? Во время становления, для того, чтобы становиться политическим партиям как партиям, палитра политическая была представлена от 3 до 5%, никак не выше. Хорошо. Ну и продолжая эту тему, многие сейчас критикуют количество депутатов и систему. То есть кто-то говорит, что партийная система себя изжила, она не совсем работает, потому что по спискам проходят, ну скажем так, совсем не те люди, которые являются фронтменами там тех или иных партий. Прокомментируйте, пожалуйста, во-первых, количество депутатов идеальное для нашей страны, а во-вторых, вот какая все-таки система лучше? По мандатам, то есть ты выбираешь конкретного человека, да. Или не кота партия, в где... мешке. Или кота в мешке, да? Ну да, потому что, собственно, так Максим, получается иногда. Политическая программа нашей партии вот уже 14 лет неизменно, абсолютно не меняется. Мы за то, чтобы на 50%, на 40% сократить количество депутатов. Я всегда в своих выступлениях привожу примеры европейские государства. Некоторые, вот, допустим, в Швейцарии возьмем, да? А там 48 депутатов. А население больше, чем у нас в Кыргызстане. Знаете, для Кыргызстана было бы идеально 75 депутатов, 75 одномандатных округов, чтобы, как вы говорите, каждый народ выбирал своего депутата сам, своего представителя. Это у нас в политической программе все это расписано, мы об этом говорим каждый раз. Надо сокращать количество. И второе, мы должны убрать институт правительства. Всенародно избранный президент, он одновременно должен быть руководителем исполнительной ветви власти. Понимаете? Не надо президент, правительство, аппарат, администрация и 5-й, 10-й. Не надо. Мы очень компактное государство. Тогда не могу вас не спросить, продолжая эту тему. Вы за какую форму правления? Вы за президентскую? Президентская. Угу. Хорошо. Президентская. Я вам задавал этот вопрос вне эфира, и хорошо, что наши телезрители как бы тоже его продублировали. Я небольшую предысторию перед этим вопросом. Вот сейчас тоже патриарх кыргызской политики, такой же человек, как и вы, давно находящийся в ней, Омурбек Текебаев, объявил о коалиции. Там несколько, вы знаете, да, политических движений, теперь в одном, в том числе и представители молодых политических движений. Вы с кем-то собираетесь кооперироваться? Я на этот вопрос на кыргызском языке отвечал некоторым вашим коллегам. Сейчас отвечу на официальном языке. Вы знаете, Кыргызстан, народ, общество, она не готова для политических каких-то там партийного правления. Партийное строительство у нас практически отсутствует. Это нонсенс. Либерал объединяется с социалистом. Это нонсенс. Ну, это только у нас в Кыргызстане бывает. Понимаете, для них вот эти вот политические какие-то там лозунги, программы, это все туфта, извините за такое выражение. Они объединяются ради мандата, не ради идеи. Потому что это несовместимая вещь, согласитесь. Вы сгущенное молоко не будете смешивать горчицей. Ну, слушайте, у всех, конечно, разные вкусовые пристрастия. Извини, ну, я лично нет. Если вы лично меня спрашиваете, да, я да, нет. Да. Я не буду. Она так и получается. Понимаете, мы не готовы, чтобы политические партии, вот, допустим, за 200 с лишним лет Соединенные Штаты Америки, они либо рождаются республиканцем, либо демократом, так? А у нас в Кыргызстане в зависимости от того, с кем можно попасть в парламент. Лично, если вы меня спрашиваете, я категорически не собираюсь лишь бы попасть в парламент. Это не самоцель. А если кто-то разделяет именно вот наши убеждения, наши политические взгляды, то с любым... Есть такие партии, силы,
с которыми вы солидарны в каких-то вопросах, и с которыми вы готовы объединиться? Тогда я так спрошу. Да, да, безусловно, есть. Назовете такие их? люди. Я могу назвать, вот, допустим, чисто политическая платформа, очень близко нам коммунистическая партия. Это очень социальное равенство, скажем так, стабильность, порядок и, в первую очередь, человек. Я тогда задам вам прямой вопрос. Были ли у вас переговоры с Исхаком Мусалиевым, который вот недавно Мы сложил? на этот вопрос не ведем переговоры, мы просто духовно, скажем так, политически родственные какие-то там отношения есть. И более того, если они будут следовать именно по своим каким-то там политическим программам, есть несколько политических партий, которые созвучны. Я объявляю, если у нас программы общие, почему бы не объединиться под одним флагом, не встать? А вот были предложения для нашей партии войти в эту коалицию. Я говорю, вы знаете... Вы говорите об Атаме Кене, Да. Джанэдем. Да. Но как это Джанэдем, вы знаете, как переводится? Новое дыхание. Новое дыхание. Было очень много шуток, кстати, по этому поводу. Я разделяю вот эти вот шутки. Хорошо. Каким вы видите Кыргызстан, который мы можем оставить новому поколению? Опять-таки это зависит, насколько мы ответственно относимся к своему будущему, к настоящему. Если политическая воля, политическая культура будет на высоте, то каждый из нас будет отвечать за своих детей. Когда говорят, мы за вас болеем, я говорю, за меня не надо болеть. Болейте за своих детей, за свое будущее, за нашу страну. Не надо конкретизировать. Надо уважать человека, политические программы. Надо видеть, надо уметь выбирать. Вот в Соединенных Штатах говорят, так кричат. Мы вернемся. У нас есть вопрос от телезрителей по поводу Соединенных Штатов, поэтому чуть позже. Пожалуйста. Пока продолжаем. Уважаемый Адахан Кимсабаевич, у меня такой вопрос. Зачем вы каждый предвыборный год идете на выборы? Вы же понимаете, что это все бесполезно. С глубоким уважением, Иса. Иса? Ну, тут человек, если подписывается, мы озвучиваем. Если не подписывается, мы не озвучиваем. Вы, Максим, как журналист, который неравнодушно относитесь к современной истории, мы и в 2010 году выиграли. Выборы выиграли. И в 2015 году выиграли. Бессовестная, абсолютно антинародная власть делает так, чтобы Бютун Кыргызстан не попал в парламент. Почему? Потому что они боятся. У нас огромное количество избирателей. Если проводить опрос сейчас, любой политической партии, с любой объединением, если честно проведите, у вас есть возможность, включите просто, за какую партию голосовали бы. Я ни на минуту не сомневаюсь, выиграет Бютун Кыргызстан. Вот давайте на этой прекрасной ноте мы пока прервемся. Вы посмотрите рекламу. Я вам с удовольствием напомню еще раз про нашего генерального партнера строительной компании Icon Development. Уверен, вы никуда не уйдете, потому что и вопросов еще очень много, и мне очень хочется много вещей еще успеть озвучить. Поэтому, друзья, не переключайтесь, смотрите рекламу, никуда не уходите. Дежурный по вечеру Максим Полетаев. Дорогие друзья, мы очень благодарны вам за вашу активность. Напоминаю, что она не останется без внимания. Лучший вопрос из тех, что нам присылается, будет вознагражден подарком от нашего вкусного партнера Нью-Йорк Пиццы. Адахан Мадумаров у нас в гостях. Продолжаем озвучивать ваши вопросы. Добрый вечер, Адахан Кимсамбаевич. Если к власти придут интеллектуалы, будет ли решаться вопрос плачевно живущих жителей юга республики, где есть бедствующие Алабука, Ташкомур, и не только юга, но и севера, например, Орловка? Вы знаете, интеллектуальные, это само слово уже отвечает тем требованиям, которые... Интеллектуалы – это люди, которые понимают не только ставить вопросы, но и решать эти вопросы. И я думаю, что в первую очередь, потому что без решения вот этих вот проблем невозможно стать сильным, достаточно самодостаточным государством. Вы уже упоминали сегодня, что, комментировали, вернее, ваши отношения к нынешнему парламенту, к его составу. Скажите, когда, не называя, безусловно, имен, когда ты видишь отдельных представителей, которых, как-то, не знаю, не очень получается назвать интеллектуалами, не приходит ли вам на ум очень известное и, может быть, уже затертое до дыр выражение, что каждый народ заслуживает своего короля. Свою власть? Своего короля, говорится там. Да. А я недавно, отвечая вашему коллегу, я говорил, что это прямое зеркальное
отображение, изображение самого общества. Ведь их выбирал не наши соседние государства. Это вы выбирали, дорогие мои избиратели. Это правда. Вот согласитесь, да? Если они говорят, мы-то выбирали, но они переделали, а кто должен Я к контролировать? чему веду тогда? Ну вот у вас есть действительно, не то что, ну может быть даже надежда будет уместное слово, что интеллектуалы придут к власти в нашей стране? Придут. Рано или поздно придут. Вот предыдущий кто-то задал вопрос, неужели вы верите, что вы пойдете в выборы и можете выиграть? Вы знаете, трагедия интеллектуалов заключается именно в этом. Недавно я прочитал великолепную книгу Павла Басинского «Лев в тени льва». Лев Николаевич Толстой со своим собственным третьим сыном Львом Львовичем Толстым. Вот между ними страшное, скажем, там Противоречие, да, противоречие, да, идеологические. противоречие. Вот смотрите, вот тот период, Россия, самодостаточное государство, скажем, империя, она развивается. Вот тогда двухполярный полюс, да, на одной половине Иоанн Кронштадтский, святой, на другой половине Ясная Поляна и Лев Толстой. Народ куда больше тянулся? Ну, слушайте, вы знаете, я тут так бы прокомментировал, что довольно такое было шаткое брожение в тот исторический момент России. Давайте все-таки, я понимаю, вы интеллектуал, с вами можно бесконечно долго обсуждать Я самые хотел разные привести. темы, но вернемся. Вы бы как решили действительно проблемы особо бедных наших регионов? Перестать воровать. Все, коротко. Перестать воровать. И не давать воровать. Прекрасно. И все. Ну вот, хорошо. А тут мы уже говорили просто, и, кстати, с Исхаком Саматовичем мы этот вопрос обсуждали. А как поменять-то? Ведь кто будет сажать коррупционеров, если иногда складывается такое ощущение, что рука руку моет, и что... Ну и вот кто будет проводить, я ему задавал вопрос, а кто будет проводить люстрацию? А вот действительно, а кто? Потому что понятно, с одной стороны, что без люстрации ничего не выйдет, не поменяешь систему, а с другой стороны, непонятно, а кто будет люстрировать? У вас есть ответ на этот вопрос? Проблема иллюстрации – это очень тяжелая и спорная проблема. Очень тяжелая проблема. Люстрировать должен человек, который сидит там. И каждый должен подбирать себе подобных. Себя. Я всегда привожу пример. Почему Иисуса, да, 12 апостолов, себе подобные? Ведь у нас же еще со времен Акаева говорят, президент хороший, окружение плохое. Я вам на всякий случай напомню, что один из первых 12 потом как-то не очень здорово обошелся Ну, с если Иисусом. вы имеете в виду Петра. Нет, это я имею в виду Иуду. Продолжаем. Ваша оценка ситуации в Америке. Я так подозреваю, все-таки не в общем, а именно тех событий, которые сейчас происходят во многих штатах. И внешне благополучная Америка, но сейчас очень сильно напоминает, кстати, то, что происходило у нас 23 марта, 24 и 7 апреля. Как бы Бронское вы... движение, да. Вы знаете, они слишком заигрались демократией. Заигрались. Тем более предвыборная кампания идет, предвыборный год. Вот эти вот лжеценностями, а это просто надевает маску. Вот, допустим, Джо Байден, да, вчера посетил церемонию погребения, да, если бы это был не предвыборного года, там Джо Байден даже не вспомнил бы. Вот эти вот куклы народ должен оценить, да, кто играет, а кто искренне. А в своих выступлениях и тот кандидат демократической партии, и тот республиканский, они, знаете, опасное оружие дали обществу. Правда. Сильнейшее оружие. Никоим образом нельзя. Закон должен быть законом. Вот, допустим, тот полицейский, который 8 минут душил, и последнее слово «я не могу дышать», так, и потом Нэнси Пелоси, да, спикер парламента, да, Конгресса, тоже встала на колени. Вот этот вот артистизм, это дешевый артистизм. Вы извините меня. Потом настолько там она простояла, даже самостоятельно не могла встать. Как вы думаете, вот это чрезмерная политкорректность? Сейчас я вам уже говорил, я безусловный сторонник демократии. Я уверен, что, как говорил Уинстон Черчилль, да, демократия плоха, но это лучшее из того, что есть. Ну вот это
переигрывание с политкорректностью, куда может завести Соединенные Катастрофа. Штаты Америки и весь мир. Потому что, Катастрофа. давайте не будем скрывать, без вот этого мирового жандарма, который в очень многих вопросах имеет силы, возможность, реальные возможности решать самые разные проблемы нашей маленькой уютной планетки, как-то, мне кажется, мы скатимся в совсем хаос. Демократия, Максим, не устанавливается ракетами. И знаете, демократия – это свобода каждого. Если ты угрожаешь, если что, я пущу тебе ракету, это уже не демократия. Это мускулатура. Это диктатура. Это, как вы правильно выразились, мировая жандармерия, да? Если ты будешь жить по-нашему, это значит, ты соответствуешь демократическим стандартам. Если ты будешь отходить в сторону, то полетит ракета. Это что? Это терроризм. Согласитесь? Есть о чем подумать. Есть о чем подумать. В будущем будете баллотироваться в президенты? Вопрос нашего телезрителя. Жизнь покажет, время покажет. Я еще раз говорю, что президентство, депутатство – это не самоцель. Это всего лишь инструментарий для реализации своих программ. Когда вы были на высоких постах, что вы конкретно сделали для Кыргызстана, о чем можете гордо сказать? Очень много могу говорить и бить себе в грудь. Нравится Давайте вот, кому-то, не на ваш нравится. взгляд, хотя бы 3 самых важных достижения за вашу Вы политическую знаете, ни в карьеру. одной должности больше года не дал мне работать. Вот, допустим, в течение 1 года, будучи вице-премьером правительства, который отвечал за социальную политику, мне удалось все-таки осуществить, до сих пор продолжается, с 1 по 4 класс одноразовое горячее питание. Горжусь. Будучи государственным секретарем, в течение 1 года удалось возобновить вот ту хорошую идею, которую там Чингис Айтматов придумал, Иссыкульский форум, а мне пришлось все это переделать на кинематографе. Это первый международный всемирный Иссыкульский кинофестиваль. Кстати, почетным президентом был как раз Чингис Турекулович Айтматов, а президентом, директором был Болот Шамшиев. Это будучи госсекретарем. А будучи секретарем Совета Безопасности, удалось впервые в истории Кыргызской Республики разработать продовольственную безопасность в контексте, в масштабе каждой области. Об этом, к сожалению, мы будем говорить тогда, когда человек уйдет. При жизни у нас запрещается. Я приведу один пример. Никиты Михалкова. Да? Сергея Михалкова, отца, который говорил, у нас в стране, чтобы человека уважали, он должен соответствовать 3 «Б». Помните его выражение? Человек должен быть бедным. Человек должен быть бездарным. Человек должен быть больным, желательно неизлечимой болезнью. Только тогда будет уважать. Между прочим, и русский менталитет, психология, кыргызские психологии, они очень похожи. Если ты успешный, это уже априори Ну ты да, не вот уважаешь. тут я с вами согласен, что вот на наше вот это Гөралбастык, оно прям Вот очень бомба. мешает. Азамат, уши Гөралбастык и Если определяет. среди нынешних представителей правительства и депутатов кто-то, кого вы действительно уважаете? Но не бывает так, чтобы одни негодяи там. А если кого-то там... Можете кого-то подчеркнуть? К сожалению, из состава правительства я очень многих не знаю. Я об этом Джеймбекову говорил. Откуда вы откапываете, кого вы притащили туда? Потому что я не могу давать оценку, характеристику. Раньше, лет 20-25 тому назад, акима каждого района знали. В лицо знали. Фамилию, имя, отчество знали. А сейчас даже вице-премьеров не знаешь. Кто они такие, откуда появились? Я их в лицо не знаю. Ну, кстати, вот возвращаясь немножко и расширяя эту тему, этот коронакризис, продолжающийся, кстати, вот он действительно же выявил, довольно, как мне кажется, печальную данность, печальную реальность того, что те инструменты, которые должны использовать, в частности, представители нашей исполнительной власти, они, довольно слабо сработали. И что и говорит нам о том, что, наверное, и представители исполнительной власти у нас как-то
ну не знаю, сложно давать, конечно, такую оценку, да, как бы покорректнее, но тем не менее, может быть, не сделали максимум того, что должны были сделать. Вот вы как Вот бы... этот коронавирус, я по-другому не могу назвать, я еще 19 марта в своем обращении говорю, как это возможно, да, несуществующая болезнь, несуществующим лекарством, несуществующие врачи могут вылечить. Архан Кимсамбаевич, я напоминаю нашим телезрителям, что позиция нашего телепроекта, она все-таки к тому ведет, что коронавирус есть, и вы должны предпринимать максимальные меры предосторожности, но ваша позиция, что коронавирус это фейк, я правильно понимаю? Это не то, что фейк. Если так посмотреть, и у вас, и у меня есть этот коронавирус, никаких проблем нету. Это болезнь, летальный исход, это мировые ученые, вирусологи говорят, летальный исход 0,3%. А простого гриппа летальный исход, да, 1%, 1,5%. А вот то, что SARS, это тяжелые формы гриппа, это до 10%. Это коронавирус, это проект. Вот не зря сегодня уже начали требовать от того, чтобы идеологами этого коронавируса, которые раздули по всему миру этот, должны проводить Нюрнбергский процесс своеобразный. Потому что они должны отвечать перед человечеством, потому что это все лживо. Это ваше мнение, Архан Кимсамбаевич, вы имеете на него Давайте право? я могу подтверждение дать вам. Подтвердить. Говорят, у нас в супермаркеты невозможно заходить без намордника. Я по-другому не называю, это намордник. Там человек 50 максимум в магазинах. А на базаре 1000 людей. Туда можно. Как это? Ну, то, как у нас действительно принимаются некоторые решения, мы тоже в своем... Это в первую очередь. Потом вот этот намордники каждые 2 часа надо менять. Так? Требования. А наши некоторые уже целый месяц носят. Ну, даже сама, да, я по поводу масок тут с вами солидарен, потому что даже Всемирная организация здравоохранения признала ношение масок здоровыми людьми делом опасным, которое может... Мало, да, это мало мы, кстати, да, напоминаем вам, что Молодец. действительно Всемирная организация здравоохранения не рекомендует носить маски здоровым людям. Помните Абсолютно. об этом. Продолжаем. Мы уже немножко коснулись этого, но, мне кажется, тема действительно такая острая. И если мы повторим еще раз, может быть, тезисно только, и тем более ответим на вопрос нашего телезрителя, будет это не лишним. Как можно решить проблемы анклавов? Потому что это действительно, мне кажется, проблемы, которые будут нас преследовать еще очень долгое время, если эти проблемы не будут решены. Вы знаете, и с той, с этой стороны должны быть сильные личности, которые должны быть социально легитимными. Всякое подозрение, оно не к добру. Если человек пошел, если он перед глазами своих граждан, он легитимен, что народ абсолютно уверен, что не в ущерб государству будет решать этот вопрос, только в интересах, надо найти такого человека и надо поставить, чтобы он решал эти вопросы. Ну, опять-таки повторимся, ну раз уж нас спросили, на ваш взгляд, такие личности есть? Есть, безусловно. В каждом селе, вот как вы говорите, именно на местах они просят, включите вот этого человека в состав этой комиссии. Но не включает. Значит, раз не включает, там сразу подозрение. А там, где подозрение, там конфликт. Тут нельзя не согласиться. Здравствуйте, Архан Кимсамбаевич. Я уважаю и поддерживаю вас как личность, но я думаю, что коммунистическая, социалистическая модель управления показала свою неэффективность. И не думаете ли вы, что централизованное правление приведет к нам очередных диктаторов? Нет, это просто идеологическая сторона дела. Наоборот, показала, что, посмотрите, с 41 по 42 годы, да, вот буквально в течение 1-1,5 года из Российской Федерации, Центральной России было вывезено тысячи заводов. Правда? Так. И при этом пишут, ни одного болтика не пропало. Это что за строй? И вот представьте себе, после окончания Архан Великой Кимсамбаевич, ну, я Отечественной... вам тогда и напомню, почему болтики не пропадали. Потому Почему? что знаменитые процессы о 3 колосках, когда голодные люди, бесправные, которые не имели паспортов, Максим. чтобы прокормить своих детей, брали эти несчастные 3 колоска, вы знаете, что с ними было? Перебор, Максим. Вот сейчас на Украине, да, исторические какие-то там... Хорошо, учебники я задам вам выпускают. прямой вопрос. Как вы относитесь к ГУЛАГу? Карпов, великолепный писатель, герой социалистического труда, который был арестован еще молодым старшим лейтенантом, так,
И он просидел сколько лет? И он последний председатель Союза писателей СССР. И он написал двухтомник, великолепную книгу «Генерал Лисмус» о Сталине. И он пишет, я дословно сейчас скажу, я лет 10 тому назад читал эту книгу, до сих пор наизусть могу сказать. Там, где я сидел, пишет Карпов, было 2000 арестантов. Я ни от кого не услышал, что сижу не за что. Сегодняшняя современная Россия, пишет, каждый СИЗО в тюрьму заходишь, каждый второй говорит, не за что сижу. Вот вам ярчайший пример, ответ, не мой ответ. Человек, который пережил ГУЛАГ. Еще один тогда прямой вопрос. Как вы относитесь к Сталину? Сталин самый заклятый враг, идеологический враг Уинстон Черчилль. К Сталину. И Черчилль говорит, если бы кто-то задал мне вопрос, кого считаете самым выдающимся человеком 20-го столетия, я не задумываясь сказал бы, это Иосиф Сталин. Человек взял государство сахой, оставил ядерным оружием. Уже разбирали этот вопрос, замечаю, вы тоже историк, наверняка знаете, есть такой Виталий Демарский, господин Рыжков, вот они разбирали, это фейк, не говорил такого. Хорошо, такого хорошо. Уинстон Черчилль о Сталине не говорил. Хорошо, Это фултонская фейк. речь Это вам фейк, известна? друзья. А? Фултонская речь. Да. Известно вам? Конечно, про железный занавес и от Штеттина на Балтике, конечно. Нет. Фултонская речь Уинстона Черчилля, посмотрите, как он охарактеризовал Сталина. Если вы говорите, это фейк, это задокументированный, запечатанный международный документ. Я думаю, мы с вами всегда можем приятно провести время за историческим диспутом, пока дадим возможность высказаться нашим телезрителям. Господин Надахан Кимсамбаевич, в Орловке работает золоторудный комбинат, и китайцы, работающие там, зарабатывают в 10 раз больше, чем наши граждане. Как вы на это реагируете? Дорогие мои соотечественники, я десятки раз выступал и говорил, была бы моя воля, я бы объявил полностью мораторий на раскопки золоторудных месторождений, особенно с Китая. Полностью. У нас есть Кыргыз-Алтын. Есть возможность договориться более на выгодных условиях. Посмотрите, что творится с Кумтором. Вот, кстати, это был один из моих вопросов, раз уже зашла об этом речь, я хотел бы вам задать. Вы по-прежнему выступаете за национализацию? Вы знаете, я отвечаю за свои слова, не за то, что вы услышали, вот тот момент как раз. Я никогда за национализацию не говорил. Вот, прекрасно. В первую очередь. Я не сторонник каких-то насильственных действий. В первую очередь, у нас будут инвесторы тогда и только тогда, когда будут они уверенно чувствовать себя, что в первую очередь не настроение человека, а закон будет работать. Так? А если абсолютно во вред государства какие-то там были прихватизированы, надо пересмотреть. Вот на самом деле, вот у нас отношение к закону, хорошо, что мы с вами об этом заговорили, вот, мне кажется, это очень важно, потому что как бы мы ни относились, да, там, к Западу, но все-таки англосаксонская система права, она работает, и как бы мы не говорили про Соединенные Штаты Америки, там вообще про вот эти вот западные ценности, но там система работает, и именно благодаря не вот этому пафосному, выспренному просто на словах верховенству права, а действительно уважению к законам и их соблюдению. Вы верите, что мы с вами конкретно доживем до того момента, когда и в нашей стране будет и верховенство права, и уважение, и соблюдение законов? И опять-таки возвращаясь к своему ответу, это зависит от самого общества. Насколько это общество будет требовать свои права. Вот, теперь смотрите. У нас есть закон, что ты обязан носить маску? Есть. Нет. Ну, нет такого закона. Хорошо. Значит... Нет такого закона. А требует из-за трусости все носят. Штрафуют же даже. Меня поразило. Знаете, я недавно на Айт ездил в Ош, в Сусамыре. Никого нету. Один молодой человек на лошади скачет. Я останавливаюсь и спрашиваю, в чем дело, молодой человек? Говорят же. Ну, манипулирование сознанием нашего населения. Кстати, вот вопрос... показал, именно вот этот момент показал, что наше общество очень легко поддающееся к манипуляции. Нашим обществом манипулировать просто вот так расплюнуть. можно. Как Но, вы видите будущее плохую системы образования? Потому что вот опять-таки
чем образованнее общество, тем им сложнее манипулировать. А вот у нас, мне кажется, наоборот идет. То есть Вы по-разному слышали? можно относиться к советской системе образования, но она давала, в принципе, огромному количеству самого разного населения, с самым разным социальным статусом, хотя бы какой-то одинаковый старт. Сейчас у нас есть очень хорошие школы, очень дорогие, куда невозможно попасть. И есть обычные школы, где уровень образования, ну прямо скажем, даже до советского совсем не дотягивает. Так какой вы видите систему образования? Вы знаете, подлинная свобода бывает только у человека образованного. Это правда. И теперь, вы знаете такого человека, как Герман Греф? Конечно. Председатель и президент Сбербанка. И он на Петербургском экономическом форуме в своем выступлении открыто говорит. Вы слышали его выступление? Да, замечательное выступление. Мне вообще очень импонирует господин Греф. Импонирует, мне категорически не импонирует. Почему? Он говорит, вы знаете, говорит, к образованию нельзя допускать всех. Потому что образованных людей очень тяжело ими манипулировать. Ну, мне кажется, он с иронией это говорил. Нет, с иронией. Он абсолютно серьезно говорит. И как раз его цитата очень напугала меня. Ну, Понимаете? если он говорил это без иронии, я просто думал, Без что иронии. это... Мы можем сегодня же посмотреть. Его выступление очень... Сегодня идет такая тенденция. Почему вот, дистанционное образование? Говорит, дистанционное образование это очень дешево обойдется. Во-первых, манипулировать с ребенком очень легко. И вот это вот духовного общения, душевное отношение учитель и общество, это очень тяжело, это дешево, дорогое у нас все удовольствие. меньше и меньше времени, поэтому давайте конкретно и тезисно. Каким вы конкретно видите в нашей стране будущее образования? Опять-таки зависит от того, что каким мы хотим видеть образование. Образование, вот смотрите, вот после коронавирусной истерии Италия, Германия, развитые социалистические, развитые капиталистические, демократические европейские государства о чем заговорили? Они принимают программу вернуться и построить такую систему здравоохранения, как было при Советском Союзе. Они возвращаются. Я вам скажу, самое лучшее образование была советская система образования. Самая лучшая система здравоохранения была советское здравоохранение. Не надо стесняться. Знаете, я не хочу быть Тут модным. можно поспорить, но у нас нет времени, поэтому продолжаем. Я думаю, наши телезрители получили ответ на свой вопрос. Сегодня во втором чтении приняты поправки в закон о телевидении, о продлении вещания российских каналов ОРТ, РТ до 2023 года. Ваше мнение по этому вопросу? Вы знаете, если мы друзья, то должны быть друзьями. Наполовину другом, наполовину врагом нельзя. Если Российская Федерация, если кто-то считает, что я не представитель этой культуры, глубоко заблуждается. Дай Бог изучать и читать и любить русскую литературу так, как я люблю. Таганрог Николаевич, тут же никто не говорит о том, чтобы запретить. Просто, не то, что насколько я запретить, понимаю, проблема в том, что теперь рекламный рынок будет складываться телевидение таким образом. Я сейчас отвечу. Для того, чтобы расширять контент, любая телекомпания, тем более государство, она должна быть заинтересована для проведения своих каких-то там идеологических моментов. А за трансляцию требовать деньги – это нонсенс. Лично мое мнение, я бы у Российской Федерации бы даже еще и попросил нам приплачивать за Они трансляцию. наоборот, должны заплатить. Почему? Должны быть заинтересованы. Для чего? Для того, чтобы русская культура, русская речь как больше звучала. Они же за русский мир выступают. Они видели, они посмотрели, что у наших людей, которые там решают эти вопросы, несколько не хватает чего-то, а почему бы не отжать? То есть вы отрицательно относитесь к этому закону? Естественно, отрицательно. Почему? Потому что Россия, я в первую очередь говорю, мы должны создать единое информационное пространство. Единое информационное пространство. Они должны быть заинтересованы. Если твой друг, если ближайший, как они любят говорить, стратегический партнер, не в состоянии заплатить, ты, дорогой, ты сам помогай и расширяй аудиторию. Согласен? Да.
Атахан Кимсомбаевич, я был членом комиссии в 2015 году, но даже тогда власть сделала все, чтобы ваша партия не прошла. Как вы думаете, в этом году такого не будет? Я дважды обращался к своим избирателям, сторонникам, не делать какие-то там противозаконные действия. На этот раз я могу сказать, если власть сама нарушает закон, почему бы нам тоже не нарушать закон? Пусть они думают, как это английская королева. Я всю жизнь боялась, что подумает народ обо мне. Я теперь в таком возрасте, теперь пусть они думают, что я думаю о них. Если власть сегодня пойдет на нарушение Конституции и законов, то мы оставляем право за собой тоже чуть-чуть нарушать. Хорошо, продолжаем. Какая схема правления развитых государств подходит к Кыргызстану, учитывая наш менталитет? Вот интересный действительно вопрос. Наши же любят, эти либералы, молиться Соединенным Штатам Америки. А почему нет? Пожалуйста, Франция. Я еще раз говорю, надо исходить из ментальности собственного народа. У нас всегда верят в одного человека. У нас всегда решает один человек. Не надо писать одно, декларировать другое, поступать третьим. Что написано в Конституции, так оно должно быть. Сегодня кто у нас должен быть самым отвечающим органом государственной власти? Парламент. А парламент у нас какой? Не то что карманный, как раньше говорили. Это парламент, это позор для нашего государства. Вы согласны со мной, наверное? Ну, некоторые действительно высказывания некоторых людей и некоторые решения иногда приводят в некоторые, я бы сказал, замешательства. Так вот, мягко, да, я мягко сказал выражаясь, бы. да. Ну, раз уж об этом заговорили, а вам действительно бывает стыдно за парламент? И насколько часто вы испытываете, ну, скажем, вот эти неприятные чувства стыда за то, что происходит там? Очень много моих друзей в Российской Федерации, среди ученых, профессоров, политиков. Очень много друзей в Казахстане, известные, достаточно хорошие люди в соседних государствах. Они всегда задают один вопрос. Дорогие, говорят, у вас всегда вы отличались, ваша страна отличалась достаточно образованными, интересными личностями, руководителями. Что у вас творится? А что вот действительно, у вас есть ответ на вопрос, что у нас всегда творится? Есть, всегда есть. Не я отвечаю, отвечает академик Дмитрий Сергеевич Лихачев. Выдающийся человек, это энциклопедия, ходячая энциклопедия Лихачева. Я очень счастлив, я застал, будучи студентом, его лекции. И говорит, повезло. Нравственность общества будет падать ровно настолько, насколько нравственность интеллигенции. То есть движущей силой, локомотивом любого общества должна быть интеллигенция. Я вам тоже задам тогда прямой вопрос. А она осталась-то, интеллигенция? Потому что, окей, ладно, в Советском Союзе была небольшая, но все-таки прослойка необходимая, потому что даже тоталитарное советское государство понимало, что без людей образованных ну никуда, ничего ты не построишь. Поэтому вынуждена была после того, как уничтожила класс русской интеллигенции, ну, имеется в виду царской интеллигенции, просто была необходимость создать, ну, как бы вот эту вот искусственную, но тем не менее прослойку интеллигенции советской. После развала Советского Союза у нас национальная интеллигенция появилась, к сожалению, по вашему мнению? К сожалению, после суверенизации, конечно, они постепенно уходят. Уходят, которые были воспитаны в родной стране, в родных стенах. Вы помните высказывание Махатмы Ганди? Нас погубит интеллигенция, воспитанная за рубежом. Вот ответ. Кто нынешняя интеллигенция? Это Махатма Ганди говорит. Он очень с тревогой говорил. Нас погубит интеллигенция, воспитанная за пределами страны. Вот сегодняшняя интеллигенция, то, о чем мы сегодня любим говорить, вот там он учился, Гарвард закончил, там Стэнфордский, там Сорбонский. Извини меня, он уже представитель другой культуры. Слушайте, ну раньше ведь тоже та самая интеллигенция заканчивала не Гарвард, не Оксфорд, она заканчивала МГУ, она заканчивала Санкт-Петербургский государственный университет. Ну то это тоже... Это ценности общие, не надо путать. Это ценности общие, одна система.
одни ценности. Советская, да. Духовное, скажем, духовное. Мы родственники духовные. Все 15 республик эти были духовные, родные, близкие. Я думаю, что За ни исключением, Грузия, может, ни не-не-не, Эстония, Грузия. ни Литва. Насчет 3 прибалтийских государств я могу с вами согласиться, а все, что касается другое. А вот вы говорили, начали говорить, что царская интеллигенция, а потом советская. Я вам скажу, костяк советской интеллигенции составляли именно царская интеллигенция. Толстой Недобитки. откуда? Нет, не надо. Толстой откуда? Некрасов откуда? Тургенев откуда? Пушкин откуда? Добролюбов откуда? Слушайте, ну им же всем приписывали вот это вот, что именно они стояли у истоков борьбы с самодержавием, хотя, ну, хорошо. Адахан Кюзабаевич, никого не я приписывает. крайне благодарен, к сожалению, мы и так уже превысили все временные лимиты. Спасибо вам огромное за то, что пришли, спасибо вам за Вам прямой, спасибо. интересный, откровенный разговор. Спасибо вам, дорогие телезрители, мы обязательно сообщим, кому, собственно, достанется подарок от нашего вкусного партнера. Увидимся, когда увидимся. Берегите себя, будьте здоровы. Пока-пока.